Справу аб экстрадыцыі лідара чачэнскіх сепаратыстаў Ахмеда Закаева па ступені грамадскай увагі можна параўнаць хіба што з лонданскай справай Піначэта. Расія патрабавала яго экстрадыцыі па 13 пунктах абвінавачвання, уключаючы забойства, тэрарызм і захоп закладнікаў. Лонданскі магістрацкі суд вырашаў лёс Закаева 11 месяцаў і абвясціў канчатковы вердыкт у выдачы Расіі адмовіць, бо абвінавачванні мелі палітычныя матывы. Сёння мы размаўляем з чачэнскім эмісарам Ахмедам Закаевым. Ахмед, на ваш погляд, існуе сувязь паміж падтрымкай рэжыму Путина и борьбой с терроризмом у России? Я с абсолютной точностью говорю, все теракты, которые были совершены Россией от имени чеченцев или используя чеченцев, все просто до единого они были организованы и проведены российскими спецслужбами. И по каждому из этого теракта, вот Норд-Ост или Беслан, или ну, такие самые громкие, я имею в виду. Я не говорю о самоподрывах, когда люди, доведенные до отчаяния, шли на ужасный конец. Я говорю о таких массовых организованных терактах, которые нашумели на весь мир. Это Норд-Ост и Беслан. Это оба теракта были организованы и проведены российскими спецслужбами. И этому доказательство есть российских средств массовых, российские политические деятели. И, в принципе, взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнакске. Вы знаете, все, кто начал расследование этих домов, они были убиты. Откуль берутся такие высокие рейтинги у існуючей улады? Проблема в России в сознании этого общества, которому нужен Путин. И Путин, кстати, в 2000 году, вот первое его появление, я почему... Чтобы меня не обвинили в предвзятости, я хочу просто цитировать этих людей. Путин, когда разговаривал с Доренко, журналистом, Доренко ему сказал, ну как народ к этому отнесется. Ну, обсуждали какую-то тему, и он сказал: Сережа, народ у нас правильный. В нормальном обществе, чтобы сегодня, видя вот этот контраст между бедностью и богатством, в нормальном обществе давно был бы социальный взрыв. А вы знаете, в России к этому относятся абсолютно нормально, потому что Путин им подарил Крым, который им не нужен был на 100 лет. Путин развязал войну на востоке Украины. Вот это правильное общество питается вот этими политическими заквасками, которые им подбрасывает Путин. А чему демократичные силы России сегодня зашли в тупик? Они и не являются оппозиционерами. Это люди, которые пытаются захватить власть. Они хотят прийти к власти. Если у них отношение к событиям в Беларуси, в Польше, в Украине, ну, ко всем моментам, которые сегодня отождествляет Путин как свою главную приоритетную идеологию в политике и в международной, если эти оппозиционеры, если они с ним, с Путиным солидарны во всем в этом... Навошта России потребна Чечня? Дело не в том, что русские хотят спасти чеченцев от неминуемой гибели, если они признают независимость. Дело в том, что сегодня они сами даже не могут объяснить, почему они держатся за Чечню. Но я знаю, у меня есть этому объяснение. Я абсолютно уверен, если кто-то хочет подискуссировать на эту тему, я готов с ним дискутировать. Дело в том, что начиная вот еще с царского времени, вы возьмите военных, российские военные генералы, они свое имя делали на этой войне, на войне в Чечне. И это продолжается по сегодняшний день. Все российские герои сегодняшние, они звание героев получили именно за войну в Чечне. Існує національная идея, здольная объединять Кавказ. Национальная идея чеченская, она в принципе трансформировалась в общекавказскую национальную идею. Давно уже, хотя она была использована и как бы очень в извращенной форме представлена в качестве Кавказских Эмиратов, который был провозглашен по проекту ФСБ, был провозглашено доктором Умаровым. Но сама идея, она витает, и она будет витать до тех пор, пока она не реализуется. В принципе, за эти годы, 20 лет войны между Россией и Чечней, вот и произошла вот эта трансформация чеченской национальной идеи, общекавказскую национальную идею. А с вами были Ахмед Закаев и Виктория Колчина. Специально для программы «Свет». Белсат, Лондон.